Короче, у нас получается эпичный момент. Я впервые в жизни собираюсь обедать в Стокгольме, а именно в Айкее. Потому что тут дешево, и я никогда не пробовала шведские мясные шарики. Мы тут с другом. Он согласился прийти сюда со мной вместе. И обед мне как бы обойдется примерно 4 или 3 тысячи с чем-то. Правда, напитки мне предложили за так. Так что я тут стою и жду свой заказ. Заказ мы сделали вот таких вот рамочках. Взяли свой чек и тупо стоим здесь, да. Короче, мы сели и начнем уже кушать свой ланч. Это мой первый экспириенс. Посмотрим, как он выглядит. Короче, выглядит он так вот. Тут мясные шарики, тут джем, тут mashed potatoes, зеленый горошек. Колу мне дали за так. И мои любимые чашки. И, конечно же, человек, с которым я сегодня пришла. Я чуть не упала. Say hi. Hello. Я. Теперь давайте попробуем. Сначала шарик. Знаменитый с цветочкой шведский шарик, да? Очень вкусно. Прям взрывающий мозг вкусно. Теперь попробуем картошку. Классно. Короче, получается, все специи, вкусы, все на месте. Так что я даю этому ланчу 10 из 10. Короче, судя по всему, ему я понравилась. Потому что он сказал, давай встретимся завтра тоже, в такое время. Потому что он, типа, хочет увидеть меня снова. Окей? Если да, то да. Мне делать все равно нечего тут. Кроме так, делать новые митинги, да, с людьми. Ладно, не показав это, я не хотела уйти отсюда. Но смотрите, тут оформлено все в птичках. Мы, короче, идем назад в свой хостел, чтобы оставить эти чашки и переодеться, конечно. И вот, короче, топая, просто я перешла на тот же мост. Перейдем мост и уже хостел. Короче, я спросила у своего друга, почему по Стокгольму я не вижу никаких флагов, никаких там надписей Стокгольм. И он объяснил, что тут люди не совсем так прям сильно патриотичные, сильно так националистичные. Они типа open-minded, chill, свободные, такие простые. За гордость свою как бы в грудь не бьют. И типа им не надо что-то кому-то доказывать, развешивая свои флаги чуть ли не каждые 5 метров. Интересно, кстати, да. Потому что в других странах и в других городах я видела это очень много. Люди патриоты и гордятся тем, где они живут. И вот, короче, вы видите вот это оранжевое здание с зеленым куполом? Вот это и есть мой хостел. Вот туда я иду. Он очень близок к этому мосту, чему я бесконечно рада. Вот, вышла я уже во второй раз из хостела с новым аутфитом посмотреть новую часть Стокгольма, потому что осталась все еще одна часть, которую я вообще не видела. И хотелось бы посмотреть сегодня ее. По традиции пойдем мы через этот мост, потому что тут будет намного быстрее. Тут даже, оказывается, карта есть. По сути, короче, мы идем к старому городу. И перейдя его, как бы идем на новый материк. Вот такой вот план на сейчас. Дальше не знаю, что там будет дальше. Вот так вот мы идем.
Видим центральную станцию. И дальше идем вперед. Конечно же, смотря миллионы видеоролики про Стокгольм, я помню слово Гамлестан. Но на карте своей в Google Maps я не нашла. Или я нормально не смотрела. Но это старый город, да. Или даже дальше, чем старый город. И в этот старый город мы идем. Вон оттуда, получается, мы шли вот так вот, вот так, вот так вот и вот так вот. Наконец-то флаг шведский. Начало старого города там. И вот такая вот красивая Балтийское море. Получается, мы вышли отсюда, я там споткнулась, упала, но не прям как расшиблась, да? Так, легонько. И на том спасибо, ничего не ушибло себе, нигде ничего не болит. И мы продолжаем путь. Наверное, вы помните эти места. И нужно просто идти вперед. Только вперед. Нам в эту сторону, по идее. А я вот жалею, что я не принесла свои очки. Могла бы сделать тут крутой такой тикток. Короче, облачно, да. Темные облака надвигаются. И я думаю, скоро будет дождь. Но, надеюсь, не так скоро, потому что я еще даже не дошла до того материка, как я люблю говорить. Ну, нужно сначала дойти, посмотреть, а потом пусть, ладно, льет дождь. А пока я буду доходить до своего хостела. Вот такой вот план. И вот так мы подходим ближе и ближе. Здесь вот так вот. Недостройка. Реставрация. Тут вот так вот. Мы в той стороне живем. А тут неизведанные края. Ну, изведанные. И собираемся мы вот так вот наверх пойти, чтобы посмотреть, что там дальше есть. Это прям сторона всяких недоделок Стокгольма. Там что-то недоделано, здесь что-то недоделано. Или жесткая такая реставрация идет, не знаю. Мы были в той стороне и перешли сюда, потому что здесь есть какое-то там место, где можно пофоткаться или посмотреть, что ли, что-то в этом роде. Я не поняла. Я не совсем не поняла, что я там искала. Там было написано «Сядьте на elevator». А я такая, где? Где этот elevator? Посмотрела налево, посмотрела направо, подумала, да ну нафиг, и ушла. Вместо этого, как всегда, мы идем пешкаря, наслаждаясь видом. Вот такая вот архитектура у этого материка. Но прикольно, что я заметила, отсюда, оказывается, можно посмотреть на лунопарк. Сейчас покажу. И вон он. Это как Тиволи в Копенгагене. Развлекательный центр, да?
Короче, я, получается, из точки А в точку Б иду пешкаря. Только прямо, никуда не заворачивая. Просто посмотреть, потому что тут, не знаю, я тут отмечала только кафешки и рестораны. Никаких достопримечательностей я пока здесь не вижу. И не видела. Так что я вот так вот буду просто ходить с камерой. И вот так мы шли. И смотрю, тут вот лестница. Смотрю, куда мы пойдем. Ух ты, тут парк. Прям как в сказке. Красотища. И называется эта церковь Церковь Софии. Сейчас я собираюсь посмотреть окрестность, что тут есть, что там есть, а потом уже обратно, наверное. И тут получается стандартный парк. Там какая-то деревянная лестница, которая куда-то ведет. Надо ли мне эта лестница? Конечно же, нет. Пойдем лучше мы на эту поверхность. Мы наконец-таки забрались на самую высокую часть этого парка и Церковь Софии во всей своей красе. И все, увидели мы церковь. Теперь назад, потихоньку. И теперь мы просто спускаемся вниз, как колобок, по той же дорогой. Потому что она самая короткая, и долго ходить я бы не хотела бы. Короче, предлагаю так. Времени у нас навалом, дождь начался. И давайте посмотрим гору Марии тоже. В том направлении, кажется, нужно идти чуть-чуть. А потом спустимся и назад, да. И по этому пути, оказывается, можно забраться до горы Марии. Что бы это ни означало. Сейчас мы посмотрим.